Повестка совещания охватила все ключевые аспекты информационной безопасности. Открыла заседание Надежда Щеверова, исполняющая обязанности заместителя руководителя управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по Южному и Северокавказскому федеральным округам. В своем докладе она представила подробную картину состояния защиты информации ограниченного доступа в органах государственной власти республики, а также осветила вопросы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры региона. Принятые правовые организационно-технические меры позволили обеспечить эффективное противодействие угрозам, сохранить целостность, устойчивость функционирования информационной инфраструктуры. Вместе с тем, необходимость постоянного обеспечения информационной безопасности ни у кого не вызывает сомнений. Достаточно вспомнить недавнюю ситуацию с Аэрофлотом. Обращаю внимание, что банк данных угроз безопасности информации в СТЭК России интенсивно развивается. Информация по уязвимостям программно-аппаратных средств добавляется ежедневно. Особое внимание уделили исполнению федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Это жизненно важный вопрос, поскольку от защищенности КИИ зависят такие сферы, как здравоохранение, образование и ЖКХ. Все подведомственные Министерству здравоохранения Республики НБШ и медицинские организации завершили работу по категорированию своих объектов критической информационной инфраструктуры. В их число входит 33 подведомственных организаций. Кадровый вопрос также стал одним из центральных. Адам Кукурхоев, министр промышленности и цифрового развития республики, доложил о принимаемых мерах по повышению уровня подготовки специалистов в области информационной безопасности и укомплектованности квалифицированными кадрами в органах власти региона. Определены сотрудники органов исполнительной власти и муниципальной власти в количестве 30 человек для прохождения обучения по направлению информационной безопасности. На указанные цели Министерством финансов в текущем году заложены средства. Все докладчики подчеркнули, что вопросы защиты информации – это не просто технические задачи, а стратегический приоритет, от которого зависит стабильность и безопасность республики. Заседание Координационного совета – шаг в укреплении кибербезопасности региона и формировании надежной цифровой среды для его жителей. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.